Население Таджикистана отключили от электроэнергии. Такого еще в стране не было. Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого важного. В Махале Шейх Музафар в Турсунзаде с 8 июня люди живут без электричества. Чиновники самоуправствуют, наказывают их таким образом за то, что неизвестные воруют свет. Руководство местного отдела компании Баркита Чика говорит, что линия этой махаллы незаконно была присоединена к другой сети, промышленной линии, поэтому оно приняло решение отсоединить ее от электроснабжения. На вопрос, почему люди должны оставаться из-за этого без света уже 2 недели, тут сказали, что электричество не будет до тех пор, пока жители не найдут виновных в незаконном подключении и не приведут их к начальству. Жители же справедливо замечают, что, во-первых, не обязаны искать виновных, а во-вторых, среди них нет специалиста, который бы тайком мог подсоединить свою линию к другой. Это технически могли сделать только сами сотрудники сети, говорит один из них. И почему же он прав? Существует 2 линии электропередачи, обычная для населения и так называемая красная. Она обеспечивает электричество на промышленные и социальные объекты. Преимущество второе в том, что в период лимита промышленным и соцобъектам дают света больше или вовсе не отключают его. Поэтому люди стараются договориться с сотрудниками Баркита Чик, чтобы они перекинули провода их линий к трансформаторам этих объектов. И это непростое дело. Для этого, как правило, задействуют несколько единиц техники, большое число электриков. Одним словом, это нельзя сделать тайком и без участия специалистов. В мире известна новая категория мигрантов. Население из-за отсутствия электричества и газа оставляют свои дома и переезжают жить в другие регионы, например, как в Украине. Не было света из-за войны. Пионерами такого движения в Таджикистане могут стать жители Махалы Шейх Музафар-2. В Махале более 20 домов. Из-за проблем со светом некоторые семьи временно закрыли свои дома и уехали. Кое-кто снял жилье в городе, другие нашли пристанище у родственников. Остались несколько семей, которым просто некуда идти. В 3 семьях есть тяжело больные, которым нужен уход. В 2 младенцы. Им нужно горячее питание, ежедневная стирка, запасы продуктов в работающем холодильнике. Сейчас государство запретило заправочным станциям заполнять газовые баллоны населению, поэтому у людей нет газа, который мог бы спасти положение. В итоге люди сооружают в своих городах очаги и топят дрова, которые стоят очень дорого – 3-4 тысячи самани за один прицеп. За 2 прошедшие недели у людей закончились дрова. Теперь бы нагреть воду в казанах или приготовить пищу, и они в качестве дров используют пластиковые отходы и сорные травы. Вы пробовали молоко, вскипяченное на пластиковых бутылках? У него запах обгоревшего пластика, возмущенно говорит один из местных жителей. Из-за того, что нет электричества, не работают насосы воды для 2 виноградников, которые расположены рядом с Махаллей. В этом году зимние холода нанесли им большой урон. Часть деревьев погибли, а оставшаяся часть сегодня засыхает от отсутствия воды. Жители Шейх Музафар-2 собираются написать жалобу в антимонопольную службу за нарушение прав потребителей электроэнергии. Но нам тут местные сказали, что это бесполезно. К разным инстанциям обращаться. Сказали, лучше пойти и договариваться с Баркита Чик. Но у бедных семей нет на это денег, чтобы договариваться, говорит местный житель. Между тем, по словам юристов компании Химоя и Союза потребителей Таджикистана, если компания отключила свет без предупреждения, это является основанием для обращения в суд. Отключение света считается неправомерным и может быть обжаловано налогоплательщиком, который подаст исковое заявление о нарушении своих прав. Отметим, что организация Шабака и Барки Турсунзада, подведомственная компании Баркита Чик, не первый раз отмечается неординарными выходками своих сотрудников. В этом году из-за финансовых махинаций был уволен ряд сотрудников организации. А 6 лет назад прогремела история о том, как сотрудники электрических сетей Турсунзаде отобрали последнюю козу у бедной женщины из-за небольших долгов за использованную электроэнергию. С тех пор поменяли несколько руководителей, но порядка в работе с населением не появилось. Много проблем с установкой платных счетчиков населению и заключением договоров с предпринимателями. Турсунзаде очень часто отключают без предупреждения электроэнергию, в связи с чем многие малые предприятия, цеха, торговые точки остаются без электричества в 40-градусную жару. Говорят, потерь много и электричества не хватает. Хотя совсем недавно здесь за большие деньги произвели реконструкцию подстанции Равшан, которая снабжает электричеством почти
350-тысячное население города и района. В городе планируют запустить единую биллинговую систему оплаты за использованную электроэнергию с использованием унифицированного лицевого номера. Как ранее сообщали, на предприятии в этом году повысились сборы средств за использованную электроэнергию. То есть население и предприятия аккуратно платят за услуги маркета ЧИК. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что населению даже некуда пожаловаться, их права никто не защищает? Разве это нормально? А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!